утро, уважаемые коллеги. Как я всегда говорю, коллеги, вы видите, что совершенно иной подход к образованию. Я каждый раз говорю, повторюсь и сегодня, образование, что было год и 2 тому назад, и сегодня это совершенно другое. Значит, поэтому, чтобы дети наши получали фундаментальные знания, при этом основная наша работа должна быть связана уже с детскими садами. В нашей работе, что мы это делаем, что мы это делали, этого не должно быть. Все, что делается, оно должно быть на сайте. Все, что делается. Я по сей день вижу, что некоторые руководители дошкольно-образовательных учреждений до сих пор не ознакомились с уставом. Даже не знают, что такое устав. Вы знаете, прежде всего, аттестации, прежде всего, будут вопросы с уставом. 5 направлений я ранее тоже говорила. Значит, первым аттестации будут проходить руководители дошкольно-образовательных учреждений. Дальше только директора. Справки не все еще получили? В течение месяца. Ждем справок. Вот как раз, когда получите справку, уже первый день после получения этих справок мы и начнем работать. Я думаю, в течение летних 3 месяцев мы можем завершить работу аттестации руководителей образовательных учреждений. Я думаю, многие руководители уже работают, наверное, есть, которые работают уже лет 40. Эти вопросы, которые будут на аттестации, для вас просто ничто должно быть. Потому что этими регламентирующими документами вы знакомитесь ежедневно. Сам ПИН для вас ничего не должно быть нового. Конечно же, есть среди вас люди, которые не знают, какова должна быть температура в помещении, где спят дети. Есть, конечно, такие руководители. Но, однако, вы знаете, это проблемы не наши, а ваши. Значит, там есть вопросы русского языка. Почему вопросы русского языка? Для чего они нам нужны? Я думаю, у вас не возникнет. Потому что вы ежедневно заполняете приказную книгу. Если поднять вашу приказную книгу некоторых руководителей, это просто позор для образования Музасского района. Как я ранее говорила, когда вы пишете заявление, в этом заявлении бывает 10 и порой больше ошибок. Даже не соблюдайте род, число и падеж элементарно. Так не должно быть. Это и есть. О каком результате ЕГЭ и ОГЭ мы будем говорить, когда в наших садах руководители вот такого вот содержания? Как вы сами видите, уже вот год-два, как я пришла на эту должность, я думаю, каждый из вас меня уже изучил. Вы знаете, я говорю все прямолинейно, как есть, и при этом ничего не преследую, и никого не преследую. Но 2 года – это хороший срок. Но требования вы видите, какие есть, по этим требованиям, все в рамках закона. По этим требованиям, кто за эти 2 года тоже не смог себя перестроить, уже я ничем помочь не могу. Хотя я говорила, вот уже целый год я в этой аттестации говорю, свои требования показываю, какова должна быть у нас результат нашей работы, вы знаете. Значит, но есть люди, которые вообще не хотят, никак не хотят шагать ногу со временем, никак не хотят. Потом, если мы сделаем какие-то изменения, я думаю, среди вас не будут людей, которые скажут там, что вам не дали шанса. Дали мы. Теперь мы предоставим Асият, ознакомит вас с новым регламентом.
ходу потом, если вы будете задавать вопросы, ответим на ваши вопросы и по рабочим местам. لأن بيتشن جهاجو بيري أوتشن بيسو حياتهم أبيكتزو خيت الشباب الخاص بالمدير. شو صار كثير ولا إيش؟ أبيتي ولا تفرق. يس وكذا من بواقي المستوى اللي ما كانوا يشتغلوا. أصلاً بحاجة كده استنويجا. وصل كتار بوزرا. غاز بالون. بس أصلاً شيء. كله غاز بالون. أبغى Бачунге с газовиков саат он видит с разрешения газовиков, бач проверка он или об азбарах юхолю, да мы же в сельской администрации тоже в этом здании. И все село, где проходит, нельзя оставлять баллон. Поэтому эта проверка решила оставить его внутри. Газовый баллон внутри, его работа завершена. Но этот вопрос поднимался, она мне сказала, и гиберулечи, общезятечи он. Сейчас мы говорим о ограждении, о подъездах, акцентах, доступе, о мужчине, я проверил, вот он подъезд, он ограждение идет, он палкет, он материал. Хорошо. Но я думаю, это не проблема. Во всех других садах тоже. Он кулали ашик один жогю, рахан ад кулал его. При этом эти нужны цгора харки, хебжо бегула линия кошо могилан ора жорки. Там где никец жава бат иоку, рохо жали могиахаба, никец кун бажварла жава бат иоку. Поэтому я думаю, хебжо и логически можно было. Я сама первая подняла этот вопрос, когда пришла, но сама мне сказала, что проверка ей разрешила. Сама, причем здесь тут Сама сказала, это уже все. Кто такая Саа или Хедуданчева, Ваджанчева? Саа не руководитель, не... Это же не документ Саа. Всякий слово постоянно находится освещение. Освещение ходу контроля обязательно. Сон ставит, он пошел садик по этому. Молодцы, нормально. Архитектор, то анхала нужно, кино заведешь, что видишь. Я вам клянусь, что нужно сесть, а вы уже заведешь, уже думаешь, на хату, это оставляется все. Тут 100% люди, вот раз он случайно жёлтый не ухо, говорим, что через минут 10 раз, что вопрос ситуация класс интересно. Что стали консоль, заведешь жёлтый, Баш, анская шумит, он берана специально. Эш дон хада сады хажан сван анскун ходоге биту хани биту хон никто не даже не ареби душу, а то террористы что наркоманы что никто не то луцара ханди сижане эжвего вастат ха. Даже ёчи кара чужоши. Эбу душ пасай тоджо перочи. Уже атло я волчас. Ну сторожу контролирует. Сторожа контролирует обязательно. Ради представления помочь милиция. Каждый день помочь ему. А он помочь мне, я не могу вас не наказать. Проект приказ приходит обязательно. Здесь вот способ вышел. Потом нужно оказывать, потом будет харчо, потом будет штаб, очищение. Лежу как руководитель, например, как часто уже помогает значение. Ну, когда нас такие представления, нам представляют, мы должны начать реагировать обязательно. Забить меньше слов. А с парнем, если проектировали люди, за неполнение требований решения отдыхаемого представителя, который является главой администрации. А решение климата он 20 штатов, он будет один. Я бы хотел как уже. Элементарно уже, تحط تلجم تنك حق باطل من زرعات كتير مطعم هذا ميلش يا خمجر وحاس بوجه خا بيجوا مجر دواسين خو خلاص ودير خمجر بكره بكره جو حق كانتالي مثلا هذا لا يكون كذا جو كينو باسات безопасности باطل خا يا سوالو بيجيش جيمس جوش приказывает командир
спрахом, ответственен по антитеррору, ответственен при пожаре. Вот первый самый вчера проверил, молодцы, очень аккуратно, четко. То вместе халка бук, а когда должен шарахнуть. Алипук, вот один момент. Вот егерху, сумели краснежие совещания гона, как усиление. За этот период уже кику хабуну халда, телефонный звонок, Жаник уже хунугин школа дайлан ора, уже звонки поступили по школам. Уже лягодинжал образовательные учреждения, местами случаи есть. Да. Хедин хидал. Вот период спецоперации. Никто ни от чего не застрахован. Но жор садик алдажани, без ведома. И пак алда, жор кина дукой тамафун хейнан он айзи, конечно же, я просто не имею права. Но жор вы как руководители, но жор хроликуни, шайху ралик эля. Например, Дуня Чараховкисин, Тиды садик алджаникули, ункал джаникун родительзе, ункал под играчку. Например, я сегодня первый сад повела племянников своих. Я, например, дуа калкасы жани инчу, дидрихан унечки, гибат елги. Они калкасам касу же гбахон, лалайзону родительзе жани унечку. И не необходимость кечу. Шиз им кели. Ну, не крепко родительзе, они инчу не гепу, жор внутренний регламент, ножот соткували. А сад, тогда не кецарова, и безопасность, внимание, сколь халову. Ну, какие-то будет у них просто несерьезный желтый свою муку, какие-то будет у них телефона экстренного вызова. Тревожная кнопка. Например, на папа году директор, он дал номер телефона в экстренной службе, за номер телефона, и он дал свой номер. Он сидел вот здесь на совещании, жене телефон в чантиниху. Хорошо, не дай Аллах, случился там пожар или что-нибудь экстренно. Шиха Айзюги. Он здесь сидит. Шиха Айзюги дуаков на месте. А что мало таких случаев было? Уважаемые коллеги, безопасность, жизнь детей, он важнее, что не клеить часа. Евши бук ини ресич, а что такое будет, и он и кеткезе было. Например, к примеру, почти сон и юго, внутри заведующий тарал снаки. Баллон, и как Жани Юкундит крижис гулярман. Ты, например, никогда мне не говорила баллонах и хахах. Дид айзи киларбе. По-моему, дид айзи киларбе баллонах вопрос ножот соткуаски. Ки откроятельки. Значит, и бакал Жани, полхажок и неугон. И бакал Жани трун баллонгон, химал детская организация, кинарук и неугон. Я, например, тоже же работала в детской организации в школе. Значит, баллонки и коли. Проверка, а он или он гуляет, я тоже могу его в течение получаса. Я же вам говорю, что... Кто говорит? Кинопроверка. Кто так скажет? Никто никогда не скажет. Никакая проверка не скажет, Жаник я зеулим баллоне и ольчу. Хорошо, хвагану, шурики зайдутся. Хица онин, тутся онин, он клишит и чуги. Я к документу вот основание, вот мое основание, чтобы Энижани тезин он. Ну теперь мы зациклиться на этом баллоне не будем, но баллон он хорошо. Значит, если мы говорим ей, значит другие для себя тоже должны делать, соответственно, вывод. Пищу хималазу безопасность. Валерий Клеп оружие. Первым делом. Родители нам доверяют самое ценное, самое дорогое, что у них есть на свете. Хедин хидал, не креца, бишчуцик, он это внимание школы, это хату бачо, химозиколи, хайку, аплату, безу развитие. Вот над чем мы должны работать. Вот я была свидетелем Цусурдор, заведующий Ахали, Нускуну, Ахали, охрана, Нускуну, посулю пичкодой. Охрана, что должен хату другим кели на месте. Хавакад бачасу диркапоги, я вас прошу, нужно халтуда, не допускать. Вы, если допускаете такое, уважение до халту кидал и нюгу на низком уровне. Шайонами, возобихло, что ты некомпетентна в своем направлении, в своей занимаемой должности. Хедин хидал, она не будет ответственна, благодаря воспитателика, нянька, поварика, цуцат хан, жокун, Алеха глава Жани Клорахада.
Цони чиватичи бабукареши ари пукичкуни. Цохачу жетани кушнужу цору. Цохачу купара сади колжани, цохачу икунжу шиоло. So воспитатель нянка, а икучи укунаш, даже цохаглу полгия коллекции. Так же нельзя. Кинам не жоха. Конечно, не кец ол един бог изгил Аллаху твоюха. Кинам не жо. Но однако не кец а то жо не цунону инкола. Не кец химо цунону инкола. Хаб заман кошел, давний период заман кошел. Шик хрыне халар. Хицы шижу кошки айля халар. Кисам даже не кед ракнал цин кечка, хрымок хажу бук не было. Если нужно долю, то долхияй. Заведующие часто рекулюгу по Арани ходят, по Хунзаку ходят. Не надо по мелочи приезжать в район. Туа мажоржи, вашему бухгалтера, кто печатал друг бухгалтер за зубы. Не надо по мелочи вызывать. Мы стараемся вас вызывать очень раз в месяц, мы стараемся вас не тревожить, потому что чтобы вы не покидали ваши рабочие места. Сюда ответственность арумани причина жоржуха. Ответственность не препугунани, хату хасик крун. На самом деле это того стоит, потому что здесь даже разговор идет не о том, что какого-то там заведующего на месте нет. Здесь вопрос идет о безопасности детей в первую очередь. И на самом деле, как сказала Фатима Хадисовна, идет спецоперация. У нас сейчас очень много туристов. Неизвестно в какой форме, может быть разные диверсии, начиная с отравления воды. Об этом уже все открыто знают, говорят. Даже дома мы уже это соблюдаем. Дают кипяченую воду. В Махачкале об этом говорят. Идет такая пропаганда. В Каспийске, в Махачкале недавно буквально-таки всех детей эвакуировали. Это то, что на самом деле было. Это очень такой щепетильный вопрос. Поэтому, чтобы предупредить все эти диверсии, к вопросу безопасности детей надо относиться крайне осторожно. И в целом, вообще, я этот семинар хотела начать с регламента, но раз уже мы коснулись о вопросе о безопасности, скажу несколько слов об этом сначала, чтобы завершить эту тему. Вопрос не только безопасности, но, к сожалению, уже Фатима Хадисовна работает второй год, да, уже как на должности начальника отдела образования. У меня 3-й год, как я работаю методистом по дошкольной сфере, и я вот хотела провести такой маленький, можно сказать, анализ деятельности руководителей дошкольных образовательных учреждений на основе того, что, можно сказать, с чем я столкнулась за эти 3 года. Честное слово, вот не зря, наверное, вот, все, что происходит, не бывает случайно. Случайностей нет. Это закономерность в какой-то степени. И вот на последний конкурс, на котором мы приняли участие, это конкурс «Воспитатель года». Вот он как никогда показал все, чего мы достигли за эти 3 года, можно сказать. Это как никогда, можно сказать, открылась вся эта сфера, кто на что гораздо. Приняло участие очень много воспитателей, и все показали перед комиссией, как они могут проводить свои занятия. Это ваша работа, это ваше лицо в целом. Если судить, уже исходя и сравнивать с городом, мы же там провели неделю, и у нас была прекрасная возможность целую неделю провести в этом детском саду на базе 53-го садика.
это была незабываемая неделя, я так и скажу. Вот я у всех у вас спрашивала, какой это конкурс. Помните, кто принимал участие, кто ко мне подходил? Мне было интересно, вы же говорили, что раньше принимали участие. Вы говорили, ничего такого особенного, что вот надо приходить, где-то кому-то платить деньги, что-то там делать. Ничего такого. Но вы знаете, я увидела, что на самом деле это инновационная площадка. Там собираются все мастера, все профессионалы, которые есть в сфере дошкольного образования. Это и специалисты-преподаватели, это и эксперты, это и Министерство образования. Просто я вижу, что вы долгое время варили собственным соком. Вот это самое правильное слово, которое я могу подобрать, просто учитывая вот современную специфику и сравнивая с тем, чего достигли другие сады, у нас работа стояла на месте, к сожалению. Там были с нашего Хмузарского района воспитатели. 20 лет, 30 лет стажа этим воспитателей зовут Анвар. У них зарплата была 14 тысяч. Я спрашиваю у нашего воспитателя, он говорит, у меня 21 тысяча. Мало, что ли, у нас зарплата? Мало? 14 тысяч и 21 тысяча, 20 лет стажа. Вот одна была возрастом с Фатимат Хадисовной воспитатель, она говорит, уже, вот, наверное, уже говорит, больше не буду работать этим. Оля, воспитатель рук она, как они работали. Я просто на них смотрела, мне было, я удовольствие получала. Проводился региональный конкурс на базе этого детского сада. Но все режимные моменты были соблюдены. Все. Детей выводили, с детьми разговаривали, с ними не грубили. Сколько ко мне приходят родители, жалуются, что ваши воспитатели, именно ваши воспитатели, которому вы руководите, это ваша работа, они грубят. Вот об этой грубости я не могу не сказать. Почему? Почему вы бьете детей? Я хочу даже этот вопрос поднимать. Потому что ко мне приходят, просят перевод делать. Я говорю, почему вы не пишете письменное заявление? Они говорят, мы боимся. Знаете, чего бояться? Что потом к этому ребенку будут по-другому относиться. Я говорю, ну вы же неправильно поступаете. Эта же проблема не решается. Не решается она. Она из года в год, вы на это глаза закрываете, вы же это все прекрасно знаете. Вы каждого воспитателя знаете. Я поднимаю вопрос режимных моментов. Почему детей на прогулку не водите? Погода неправильная. Даже в такую погоду умудряются не выводить детей, говоря, что где-то там у них как бы несоответствующая обувь или там кто-то из родителей не любит. Те, кто не любит, пускай оставляют детей дома. Садик – это государственное учреждение. Там должны быть режимные моменты. В помещениях дети болеют, на свежем воздухе дети не болеют. По Санпину при какой температуре нельзя выводить детей, скажите мне? Сколько? Минус? Минус 20. У нас такая температура бывает. Единственный сад, где я вижу, вот, практически, когда я наблюдаю, Букунги, погода, непогода, детей всегда вводят в первом садике тоже. Я вот очень много это замечаю, это и родители тоже говорят. А месяц множится. И знаете почему? Потому что не хотят воспитатели одевать детей, вот им лень. Младшую группу вообще не выводят. Это у нас вот такой вот показатель. Младших нельзя выводить. Почему? Почему? Так и есть. Поднимите руки, где этого нет. Где всех детей выводят, поднимите руки, здесь будет 2 или 3. Лес рук не надо подводить, младшую группу вы не выводите. Следующие такие заявления адресно будем разбирать, поднимать и разбирать. Иначе я даже позавчера, нет, на той неделе, вот когда вы собирали ролики на 9 мая, там был как раз ролик, я хотела это уже на семинаре здесь сказать. Ролик был, вы отправляли свои эти ролики, второй детский сад, ролик был на 9 мая. Группу я не написала, потому что не хотела как бы, да,
чтобы субъективное мнение, как бы мое, прозвучало. Я отправила этот ролик Диане Амиралиевне, она старший преподаватель в педуниверситете, по дошкольному, и Уздият Алиевне. Сразу скажу, мне ролик не понравился. Там были просто лайки, что очень хорошо, это все. Я же говорю, я никогда не делаю поспешных выводов и никогда не говорю то, в чем я не убеждаюсь. Я отправила этот ролик, такой момент был, очень тяжелый ролик. Очень тяжелый ролик. Музыка тяжелая подобрана, но провели огромную работу. Огромную. Молодцы. Очень много сделали и постарались. Но, опять-таки, незнание. Когда вы что-то делаете и не знаете, приходят вот такие результаты. Уздият Алиевна мне перезвонила, тогда сразу же перезвонила, она говорит, Диана Амировна ответила, что там эмоционально тяжелый ролик. Дети играют в войну. Нельзя делать такие ролики. Но Уздият Алиевна отметила, что есть специальные рекомендации к показам. Особенно сейчас идет спецоперация. Наши дети все-таки воспринимают это правильно. Мы формируем какое-то патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание – это что? Это когда дети читают стихи о Родине. Когда они еще с каким-то положительным посылом. Но это тяжело. Не надо снимать такие ролики. Она говорит, у нас был такой конкурс, мы даже хотели остановить показ этого фильма, но раз уже были дети, мы не стали этого делать. Пожалуйста, когда вы снимаете, хотя бы консультируйтесь, правильно? Мы же для этого методисты. Вы можете же отправить? Она говорит, никуда не отправляйте. Ни в какие ютубы никуда не ставьте этот ролик. Он тяжелый, его нельзя. Там изображение автомата. Этого не должно быть. В руках ребенка не должен быть автомат. Понимаете? Вот есть такие моменты. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что когда вы приходите на работу, вы должны приходить с огромным удовольствием. Когда вы приходите к нам с какой-то проблемой, честное слово, я думаю, что вы как будто на каторгу ходите. Честное слово. Вот у меня такое ощущение. Вы делаете все такие лица, как будто вас каждый день заваливают этими конкурсами. Честное слово. Я не знаю, последний конкурс, наверное, был вот здесь Икалята, в котором вы приняли участие. И здесь есть сады, которые постоянно сами принимают участие. Абадинский детский сад, от Тагада, Уздал-Росу, кто вот сам где-то принимает участие, отправляет к нам дипломы, что они самостоятельны. Таких конкурсов, с которыми вы не справляетесь, их нет. Просто их нет. Не отправляем мы вам столько материала, что вы не справляетесь с ними. Поэтому я хочу вам задать вопрос. К методическим, семинарским вот этим занятиям, голубцы, люля, ничего не надо делать. Мы пришли работать. Сегодня едой никого не удивишь. Сегодня и столы валятся, и холодильники полные, и кладовки, и магазины. Давайте работать. Это у меня к вам просьба. Я просто говорю, вы не обижайтесь. И воспитателям я говорю, не обижайтесь, говорить не могу, потому что душа болит. Вот просто смотришь как будто на каторгу. Если вы не любите детский сад, вам там делать нечего. Просто делать нечего. Я была просто без ума от этой заведующей. Она просто обожает свою работу. Вот и из вас тоже видно те, кто любит свою работу. Как Сухомлинский сказал, если вы детей не любите, вам в школе делать нечего. Первый пункт аттестации я бы поставила. Вы любите детей, вы любите свою работу. Если вы идете туда зарабатывать, ищите другое место. За эту работу вам придется отвечать в обеих мирах. И здесь, и там. И мне. Поэтому я это и говорю. Это такая ответственная работа. И всегда у нас, и дома тоже, когда мы обсуждаем, это такая ответственная работа, что вы на себя взяли. Я на себя взяла. Мы же отвечаем за этих детей, правильно? Если мы их не подготавливаем, если у них нет нормальных стартовых возможностей, как они будут сдавать ОГЭ, как они будут сдавать ЕГЭ? Они же не сдают Атимат Хадисовна.
Вай Аллах, на самом деле, вай Аллах, вот такое состояние у меня. Зарплаты у вас проблем нет, абсолютно. И с воспитателем у вас проблем нет. У вас проблема, знаете, что просто, что вы не видите, как другие сады работают. И у меня такое предложение. Надо каждую заведующую отправлять в другой сад. Посмотреть, увидеть, перенять опыт, да. Когда даже на одном семинаре вы собираетесь, вы такие удивленные, смотрите, что этого никогда не было. А кто вам запрещает ходить друг к другу? Ходите на занятия, не ждите, пока мы придем и устроим вам семинарское занятие. Правильно же? На своем участке вы же можете собраться. Со своими воспитателями заведующий может организовать маленький семинар, круглый стол, мастер-класс, провели мероприятие, просмотрели онлайн-семинар. Вы отправляете нам фотографии. После этого делайте маленький мастер-класс, семинар, делайте. Результаты подводите. Вот в чем проблема. Нормативно-правовые акты, это знаете что? Это такая вот, можно сказать, мелочь, что вы вот все сейчас исправите в документации, и все. А на самом деле содержания нету в садах. Вот в чем проблема. Содержание у нас хромает. Структура-то ладно, уставы гонкон, уже кино гонкон, а то содержания нет, и поэтому результата нет. И еще раз возвращаюсь к этой грубости. Вам на самом деле доверили самое ценное. Не хочу, чтобы с моим ребенком грубили. И никто из родителей не хочет. Если взрослые воспитатели, нянечки, которые не могут ухаживать. Моя бабушка работала 20 лет нянечкой, я знаю, что это такое. 20 лет нянечка в младшей группе, в первом детском саду. Первый день, как ей выписали пенсию, она ушла, это тяжелая работа. Это на самом деле тяжелая работа. Если тяжело, освобождайте места. Младший воспитатель – это человек, который должен заменить сейчас воспитателя, если он отсутствует. У нас кадровое обеспечение хромает. А уже сказали, а что ты знаешь 85К? Там все, что поголовно идет 50+, 60+, там очень много таких у нас. Я не говорю просто так, чтобы молодые сейчас пришли, обновили. И вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы человек любил свою работу на местах. Теперь к регламенту. Новый регламент у нас постановление, которое принято от 13 мая 2022 года. Новый регламент вышел в соответствии с законодательством от 18 мая 2020 года. У нас уже в сфере образования дошкольного идет формирование нового порядка комплектования детей. Если раньше у нас очередь была 30% льготников поступало и 70% из общей, то теперь все льготники войдут в детские сады, и там есть очереди внеочередные категории детей и первоочередные категории детей. Это вы должны знать. При зачислении детей в детский сад раньше требовалась медицинская справка. Это было прописано в Санпине, а теперь этого не требуется, чтобы вы у родителей тоже не требовали медицинскую справку. Что новое еще в этом регламенте? Если раньше ребенок должен был проживать на какой-то территории, был должен быть закреплен за определенной территорией, то сейчас хватает и временной справки. К нам очень много поступает звонков, обращений родителей, что у них нет зеленки, зеленка не нужна, чтобы ребенок стал на учет в детский сад. Достаточно, чтобы даже участковый написал справку, что данная семья, данный ребенок проживает на этой территории. Это тоже учитывать, если к вам будут обращаться, не нужна постоянная прописка детей и родителей на данной территории. Еще такой момент в этом регламенте, что за каждым детским садом закреплена определенная территория. И по новому законодательству
мы закрепили ИТЛЯ за Аранинским детским садом. Вот это тоже новшество, потому что раньше он относился к католическому детскому саду, было очень много жалоб, учитывая вот это все, руководство пришло к мнению, что все-таки лучше будет его закрепить за Аранинским детским садом. Это тоже хорошая новость, потому что многие отказывались от детского сада, дети, которые уже в этом населенном пункте. Теперь то, что касается нормативно-правовых актов. Нормативно-правовая основа деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии с новым требованиям законодательства в сфере образования. Что нового? В основном все нормативно-правовые акты, которые были у нас до 2020 года, они все приняты уже официально признаны утратившими силу. И новые нормативно-правовые акты, которые уже приняты после 1 января 2021 года, они тоже временные. Я это вам говорю, чтобы вы были в курсе. Некоторые из них имеют срок до 2026 года, некоторые имеют срок до 2027 года. Четвертый слайд – это те нормативно-правовые акты, которые отменены с 01.01.2021 года. Это постановление правительства от 2013 года о лицензировании образовательной деятельности. Но я это уже и в группу писала, что лицензирование не проводится, вы уже этот курс, не будем останавливаться. Далее идет постановление правительства от 15 августа 2013 года о утверждении правил оказания платных образовательных услуг, но их у нас нет, поэтому опять-таки на этом вопросе мы не будем останавливаться. Также утратили силу СанПин 3049 и 3147, в которых прописаны требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. И также утратил силу приказ номер 1014 под редакцией 2019 года об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. То есть вот этих приказов у вас в ваших нормативно-правовых актах уже не должно быть ссылки на эти приказы. Обновляйте их. Если у вас есть ссылки на эти приказы, они уже считаются, если придет комиссия, они уже будут признаны устаревшими. Введены в действие приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года под номером 236. Запишите этот приказ, он самый основной, самый важный приказ, который должны знать все руководители дошкольных образовательных учреждений об утверждении порядка приема на обучение по образовательной программе дошкольного образования. То есть там все прописано, есть в этом законе. И этот закон, как раз таки то, что мы сказали, в этом законе прописано закрепление территорий муниципальных образований за определенными детскими садами. Также закрепление территорий прописан в приказе Министерства образования под номером 236 от 15 мая 2020 года. И в базе РИС ДДО, то есть дошкольного образования, республиканской информационной системе, у нас есть ссылка на эти два нормативно-правовых акта, на порядок и на распоряжение о закреплении территории. Уважаемые коллеги, профессиональный стандарт перед вами. Любые регламентирующие документы вам представляем. Я уверена, вам никогда его не давали раньше. Вот я смотрю, некоторые руководители просто сидят, даже себе заметку не делают. Что это значит? Это значит, у них это будет одно ухо залетать, с другого вылетать. Никогда не думайте, вот только что кто-то еще говорил, и все время Мансур Хаджиевич говорит, никогда не думайте, что заменить вас неким. Найдем. Даже пускай это будет просто молодой специалист, выпускник вуза, за руку будем его водить. Он при этом хоть будет делать то, что мы ему говорим.
Он не будет думать, так было и сейчас, так будет и раньше. И раньше было, так будет и сейчас. Значит, что я хотела сказать из того, что сказала Асия, там у них на слуху все время бывает, там за это место платить надо, там это купить надо, все равно вперед не пробьемся и так далее. Знаете что, я с вами буду откровенна, мы готовы были платить. Мы готовы были платить, чтобы нам дали первые, вторые, третьи места. Знаете, это очень смешно думать, нам было очень смешно думать, что это место там можно купить. Почему? Потому что там человек 10-15 лучших специалистов по этому направлению сидят, даже руководители садов сидят, даже представители отделов образования районов и городов сидят. И этот участник выступает перед нами. При этом думать, что ты, если даже достойна, если ты выступишь, там можно ее купить, это было просто смешно. А то, что наш воспитатель попал в десятку лучших, это вообще было что-то. Мы даже себе не представляли. Десятку лучших, что наш воспитатель что попадает, это было здорово. Это нам было наравне с тем, что она получает первое место. Ничего страшного. Даже получить первое место тоже, а чем мы хуже кого-то? Почему мы не можем? Можем мы и это. Но для этого нам нужно, конечно, можно сказать, что лед тронулся, и иншаллах мы покажем, что мы и это можем. Вот столько народа сейчас приезжает. Только что Асия сказала, если не хотите работать с детьми, не нужно занимать чужое место. Вообще это девиз моей жизни. Не занимать чужое место. Если ты с этим не справляешься, не надо ждать. Не надо просто, чтобы время проводить. Не нужно. Вот в нашем районе сейчас такая возможность заниматься туризмом. Занимайтесь туризмом. И там можно сейчас хорошо можно деньги зарабатывать. Если вы за месяц получаете 20-25 тысяч, это за неделю здесь можно заработать. Никто вас не держит. И меня никто не держит. Я могла бы себе какой-нибудь гостиничный комплекс открыть и прекрасно зарабатывать. И меня никто не держит. И Асият никто не держит. И Максуд Гаджиевич никто не держит. Или же надо работать, заниматься любимым делом, несмотря на оплату. Или же не нужно занимать чужое место. Когда мы даем какое-то поучение, сбор информации тут, есть такие, которые просто игнорируют. Или могут отвечать там через сутки. Кто-то не был на связи, кто-то где-то. Я понимаю, всякие моменты бывают. Но проблема, это вообще проблема у нас, вот все девочки здесь практически, это проблема в отделе образования, что мы не можем своевременно получить информацию от вас. Нигде мы не можем прописать, что какой-то заведующий потерял пароль. И поэтому не зачислил ребенка, и из-за этого республиканская база просвечивается, как будто она не прошла. Где мне это написать? Скажите мне. Если есть такое, я напишу. Только нету такого письма. Я помню, первый раз, когда Максуд Гаджиевич нас собирал, я еще была тогда на другой должности, он тогда сказал такое слово, я это запомнила на всю жизнь. Раньше, если можно было позвонить и сказать, я не успел, я не сделал, сегодня на том конце телефона нам говорят, идите, делайте другую работу, освобождайте место. Сегодня ты не можешь назвать причину. Почему? Потому что время изменилось. Если раньше письмо в методический центр или в отдел образования поступало раз в месяц, и специалисты успевали ходить в сады, сидеть там, проходить какие-то семинары, обучать, сколько писем каждый день приходит.
Из всех отделов самый заваленный отдел письма – это отдел образования. Вот вы сами прекрасно понимаете. Но когда вы не отвечаете, когда вы не предоставляете нормально свою информацию, вот буквально вчера вас собирали информацию, Фатима Захарова, она приходила, вы должны были написать, когда оканчивается ваше режимное время, когда открывается детский сад, когда закрывается. К концу рабочего времени еще были такие заведующие, которые это не успевают делать. Что там, я не знаю, час что ли это занимает? Оперативнее, пожалуйста, реагируйте на информацию. Нам отправляют уже онлайн-таблицы. Не жду даже, пока с почты письмо придет. WhatsApp отправляет онлайн-таблицу. Унзарский заполняйте. Если мы не успеваем от вас информацию получать, мы вас и не дергаем. То, что у нас есть информация, мы сами это делаем. Даже не звоним вам, лишний раз вас не беспокоим. Потом к начальникам отдела образования туда отправляют. Так же бывает, что кто-то какой-то район не исполнил. Я не хочу краснеть. Для меня позор, если наш район где-то высвечивается. Если вы делаете вашу работу, делайте ее хорошо. Это хадис пророка. Мы же все мусульмане, правильно? Вот что бы вы ни делали, делайте это хорошо. От души делайте, у вас обязательно будет результат. Если вы это просто так делаете, лишь бы для галочки, это не такая работа. И у вас прекрасная работа. Вам не нравится ваша работа? Мне очень понравилась вот дошкольная сфера. Я вот просто удовольствие получила от этой работы. Если бы не какие-то вот такие моменты, когда необходимо было какую-то информацию, статистическую, работать именно как в методическом плане, это прекрасная работа. У вас самый чистый, самый свежий материал у вас. В школе такого материала нет. У вас табула раса, нам всегда Богович говорит, у вас чистая доска. И когда мы переписывали педагогическую поэму Макаренко, на экзамен мы должны были прийти с переписанными книгами. У нас были 3. Это был допуск к экзамену. Надо читать, надо работать над собой. Вам надо расти, воспитателям надо расти. Не хватает того, что вы просто приходите, отсиживаете этот день, устраиваете какие-то игры. Всесторонне надо занимать и развивать детей. Это задача духовно-нравственное воспитание. Обязательно. И всестороннее развитие детей. Не надо их обучать алфавиту. Не надо их учить писать, читать. Не это ваша прерогатива. С вас требуют, чтобы ваш ребенок был всесторонне развит. И вам повезло, знаете, в чем, я это говорила на одном семинаре тоже, начальник отдела образования, она сама специалист по начальной школе. Она вас понимает, как никто другой. Если сейчас здесь упустить детей, в школе, в начальной, над ними очень сложно проводить работу, а речевое развитие у нас как хромает у детей. Знаете почему? Потому что дети не говорят на занятиях, вы говорите за них. Говорят воспитатели, дети не говорят. Мы это заметили, мы это делали замечания. Мы проведем к концу месяца семинар с воспитателями. Мы обязательно это обсудим. Дело в том, что с 1 января 2014 года был введен в ГОС, а вас не ознакомили. И воспитатели не знают, и вы сами не знаете стандарт современного дошкольного образования. К сожалению. Единицы знают. И единицы это делают. И еще почему я сказала вот, насчет грубости, да, в отношении детей. Вот у Сабигар, наверное, в садике Хочпарда этого нет. Почему, знаете? Потому что там военные, военнослужащие. Там с детьми надо говорить по-другому, не так, как с нашими детьми. Попробуйте не так сказать. Выросли ваши воспитатели в плане того, что когда и воспитатели вырастут, и нянечки вырастут. Почему? Потому что одна родитель мне пожаловалась, я, говорит, шла с ребенком, мой ребенок кричал, плакал, пока, говорит, я не дошла последней до группы, столько, говорит, я людей встречала в садике, и 0, говорит, внимания. Создайте приятную психологическую атмосферу вашего сада, чтобы вам было приятно. Вы, когда я вам говорю, определенный заведующий, вы ссылаетесь на то, что где-то у вас не такой воспитатель. Вот правильно сказала Фатима Хадисовна, а что вы не руководитель, вы не отвечаете за этих воспитателей,
Это ваша прямая обязанность, чтобы на местах у вас были те воспитатели, которые любят свое дело и которые отвечают за этих детей. Это не надо ни на кого возлагать эту обязанность. Ни на начальника отдела, ни на нас. Это вы должны делать в своих садах. И делайте это, пожалуйста. Самое главное, на что я обращаю внимание, это словарный запас. Нет у детей с детского сада, они приходят в начальную школу, нет словарного запаса. Я каждый раз при встрече говорю, не надо заставлять детей учить буквы. Не нужно. Не нужно. Развивайте детям память, мышление, воображение. Даже элементарно научите детей пересказывать сказку. Берите длинную веревочку. Вот я вам свой опыт хочу сейчас передать. Берете длинную веревочку, с одного конца пускай держит один ребенок, с другого конца пускай другой ребенок, с середины пускай держит один ребенок. Начинайте рассказывать сказку. От начала до середины вступление, это в школе уже по-другому называется, вступительная часть, основа, заключение, а в начале, в садике, начало, середина, конец. Начинает рассказывать сказку, стоп, дошел до середины, пускай потом, кто стоит в середине, рассказывает основную часть сказки, о чем идет речь. Дальше пускай конец сказки рассказывает он. Вот так визуально заставляйте детей рассказывать, пересказывать сказку, чтобы они не упускали какие-то моменты, чтобы они с середины не начинали, чтобы они с конца не начинали. Детей всегда нужно, не с игрушками всегда нужно их учить, не с игрушками. Всегда визуально, чтобы ребенок это запомнил сам. Вот я сказала сейчас Аманашвили, Макаренко, на самом деле, друзья, вот по одной книге их обязательно нужно читать. Есть изумительная книга «Сердце отдаю детям». Я, наверное, и раньше тоже говорила, я ее перечитываю каждый раз. По-настоящему интересная книга. Нужно читать, нужно же над собой тоже работать. Вот эти дни идет проект по району, если вы видите, я иногда свою историю по WhatsApp выкладываю. Это не просто концерты у нас, я-то там какие-то моменты ставлю. Лично у меня вся работа связана с образовательной деятельностью. Вот сейчас мы по обмену улетаем в Москву, меня вообще совершенно поход на Красную площадь меня не интересует. Мне нужна работа по образовательной деятельности, по обмену. Что можно делать с детьми, что можно делать с учителями, что можно делать с руководителями образовательных учреждений. Уже побывав здесь моя гостья, у меня жила, вот вчера они улетели, у меня жила председатель благотворительного фонда страны. Она, побывав, уже находясь в Кузовском районе, она определенно, лично для меня программа уже придумана. Именно какие школы. Она предпочитает, вот представьте себе, она мне предлагает не в государственную школу, а в частную. Она говорит, налажена работа идеально в частном саду и частной школе. Представьте себе, частно, потому что они на этом живут. Конечно. Частным просто так деньги не дают. Вот в чем вопрос частного садика, о том, что она предлагает. Значит, еще один момент. Да, многие из вас на 9 мая очень много красивых было фотографий, очень много выкладывать. Знаете что? Я больше, чем фотографии, люблю... Почему я вам говорила отправить ссылки, чтобы к вам телеграм-канал, что я могла зайти? Я очень люблю это смотреть. Я люблю, как дети рассказывают стихи. Я люблю, как они импровизируют. Я люблю смотреть, насколько они участвуют в таких мероприятиях. И, конечно, у кого они есть, они отправили ссылку. Вы же видели, сколько человек отправили? Значит, я зациклиться на этом, грубо с кем-то говорить не захотела, я просто оставила. Ну, Асият, как видите, по поводу этого видеоролика, она целую спецоперацию провела, она с тем разговаривала, с Авсалим разговаривала, но я тоже посмотрела. Честно говоря, мне не понравилось.
Я потом Асият сказала, вот у нас и дети. Детям сейчас не надо играть в войну. Не надо. Лучше на этом месте. Да, в Атлантической школе, когда блокадный хлеб, когда снимали, мы тоже импровизировали что-то. Но импровизировали мы не войну, а тяжесть военных лет. Каково было детям, какова была мама, как было тяжело, как они ели, а как они помогали фронту. Вот что мы импровизировали. Детям садика войну играть не нужно. На этом месте лучше бы вы рассказали бы стихи ко Дню Победы. Были, я видела. Очень много работы было сделано. Но при этом в каждом мероприятии, когда вы планируете, вы обязательно должны, как говорится, уларшка, анскунухабор, цинцинух подвигов. Просто так мы не должны это делать. Мы должны думать, сколько плюсов при проведении данного мероприятия и сколько минусов тоже. Откуда берутся дети, которые не умеют выступать у доски? Как часто бывает, что родители говорят, вот он дома идеально говорил, рассказывал, почему же он в школе не может выступать? Почему? Потому что он не привык работать у доски, потому что вы его не часто поднимаете. Я бываю на занятиях, я же вижу одни и те же хоровые ответы. Не допускайте. Откуда же? Вот это ваше упущение, коллеги, потому что вы, воспитатели, не посещаете занятия. Вы обязательно должны посещать занятия. Вы обязательно должны анализировать любое занятие. Какие плюсы, какие минусы, какие пробелы есть и над чем нужно работать. В целом, я думаю, вот сейчас мы по окончанию тоже увидим, какой результат. Мы определенно, но не все дети бывают идеальны, не все прям 100% осваивают дошкольную образовательную программу, не все. Но костяк в любом саду, в любой школе должен быть. Если его нет, значит там нет воспитателя. Или там неправильно воспитывают. Есть, так же, как и в школе, есть семьи, то есть родители, которые тщательно работают над своими детьми. Не надо этим спекулироваться. Не надо все время по всему саду одного или два ребенка показывать везде. Не нужно это делать. Не надо махнуть на ребенка рукой. Не нужно. Дети, они не сразу, не все дети раскрываются. Не все дети раскрываются в саду. Не все дети раскрываются в начальной школе. Вот нашему удивлению, бывает, что дети раскрываются в старшей школе. Значит, где-то какое-то упущение нашей есть. Я вас очень прошу, посещайте занятия, пригласите родителей, делайте день открытых дверей. Вы же видите, при моем большом желании тоже, я не могу присутствовать на ваших занятиях. Очень хотелось бы, я не могу, у меня нет просто времени. Вот по этому проекту, вот в нашей группе, они ежедневно выезжают по достопримечательностям нашего района. Представьте себе, это каменная чаша, я ни разу не была. И этот раз мне не удалось, потому что я отлучиться отсюда не могу. С ними гулять целый день, у меня нет возможности. Я к ним присоединяюсь только ночью, вечером где-то у кого-то. Поэтому к вам приезжать, каждый раз сидеть на занятии, я тоже не могу. И Асият не может. Где-то мы будем стараться. Вот правильно Асият сказала, открытие уроки не обязательно, чтобы вам с управления образования это говорили. Никто вам это не мешает. Больше внимания не на кухню, не на том, как угостить нас. Там, правильно, это у нас гостеприимство наше есть. Ничего страшного, что вы там чай нальете. Не в этом проблема. Но больше времени нам нужно уделить на ту работу, которую мы взяли на себя. Мы все время об этом говорим. Некоторые люди это слышат, некоторые люди просто сидят и думают,
когда же это совещание закончится, здесь какие-либо свои семейные вопросы в центре Хунзаха решать и опять поехать домой. Коллеги, очень долгое время мы говорим одно и то же. Очень долгое время. Теперь, когда мы начнем адресно работать, вам это не понравится. Не понравится. Конкурс «Лучший детский сад». Уже второй год мы выставляем один и тот же детский сад. Уже третий, да? Ну, я направила уже 2 года подряд. Смотрите, и мне сделали там замечание, почему у вас каждый год один и тот же детский сад. Я говорю, ну это лучший детский сад. Я вот так сказала, потому что я не знала, как по-другому ответить. И на самом деле, когда мы уже просмотрели материалы тех садов, которые принимали участие, ни ваше здание, ни ваши фасады, это никому не нужно. Там, если идет работа, вы ее покажете через свою методическую работу, через свою предметно-пространственную развивающую среду. Это можно совершенно по-другому показать. Я так и поняла. Мне, конечно, было неудобно, что я вот так вот, сказать, отмазалась, да? Но на самом деле в следующем году представьте все, иншаллах, в следующем году все представьте сады, ваши документы на лучший детский сад. Уже готовьтесь. Мы не будем ждать, пока придет следующий год, пока нам дадут приказ. Это ежегодный конкурс. Вот идите к Сабидат Кучпаровне, приходите к нам в отдел. Сегодняшний день начинайте работать. Раз. Правильно сказала Татьяна Хадисовна, мы, хотя не всем говорим, но мы отмечаем. И там всегда одни и те же детские сады. Есть сады, которые вообще нигде не принимают участие, ни в каких конкурсах. Или они ждут, пока их попросят, или дадут отдельное поручение. Обычно это, можно сказать, вот эти те сады, которые функционируют, можно сказать, еле-еле. Работа там есть или нет, они еще отдаленные. Как они сказали, мы не можем каждый день выезжать, проверять, но вот эта ситуация, которая была в этом детском саду, это на самом деле это катастрофическая ситуация, что нет работников на месте. Я сигарот и не гула воспитателем, я батият и не гула воспитателем, потому что они отвечают за этих детей. Это все они должны делать в нерабочее время. Шнимал Грехунтун, я знаю, есть руководители, которые очень хорошо этот вопрос контролируют. Знаете, в чем проблема еще? Раньше это была обязанность отдела образования. Там же был и надзор. Правильно же? Теперь этот надзор отделили. Пока Роскомнадзор придет, как вы говорите, вы отмазываетесь, всем даете определенные, такая ставка, да, есть какая-то такса, и все, на этом контроль заканчивается. Но вы знаете, что ваш учредитель – это глава района. И вы прекрасно должны знать, что учредитель имеет право не только Роскомнадзор вас проверять. Есть вы на местах, нет вас на местах, какая работа проводится. Это вся прерогатива администрации. Обязательно учитывайте этот момент. И еще такой момент насчет предметно-развивающей среды. Махачкале не лучшая среда. В этом детском саду был единственный актовый зал, там даже не было спортзала. Вы все время говорите, что нет условий, нет этого, нет того. Я просто для интереса даже просмотрела буквально такие все вот эти уголки, центры развития, да, которые есть. Ничего там особенного, то, что нет у нас, нет. Это можно создавать все своими руками. Вот Мадина принесла сегодня заведующий детского сада лэпбук, покажи мне. Сколько я просила вас изготовить лэпбук целый год. Это простой материал наглядный, который изготовили своими руками. Я с начала года распределила по всем садам методические разработки. И когда я в конце концов стала
их расспрашивают, все кто-то собирался делать, кто-то куда-то не так понял. Но давайте будем откровенны. Вы этого не хотели делать. Я просто это делала для себя. Я же говорю, прежде чем делать какие-то выводы, целый год я ждала этот лэпбук. И в плане он прописан. Музей Хунзарского района, вот такая у нас была работа. И на воспитателе года, на конкурсе, мы показали это за 3 дня. И вы знаете, были прекрасные отзывы. Мы сделали дидактический стол и показали этот музей на этом дидактическом столе. Просто жюри было в восторге. И сделали это мы за 3 дня. А могли бы мы еще предоставить и вот весь этот лэпбук, где были самые разные музеи Хунзарского района. Музыкальный руководитель и руководитель по физкультуре и спорту. Вот посмотрите, в ваших садах, вы не думаете, что это вы должны обязательно тому воспитателю или кому-нибудь, у кого маленькая нагрузка. Обязательно переквалификация нужна. Вот по тем садам, где я бываю, я вижу сплошную плоскостопие у детей. Надо же с детьми работать. Это занятие физкультуры. Вот в школах 3 часа в неделю. Представьте себе, обществознание тоже 3 часа, история 3 часа, физкультура тоже наравне с этими основными предметами 3 часа. Почему? Потому что здоровье ребенка нам важнее всего. Значит, есть, конечно, среди вас руководители, я вот вначале тоже говорила, вы до сих пор не изучили свой устав, новый устав. Значит, с сегодняшнего дня, раньше мы просто говорили, мы так не делали. Новое ваше назначение, когда вы принимаете человека к себе на работу, прежде всего, без резолюции учредителя, бухгалтерия ваш приказ не примет. Мы это говорили, но до вас очень далеко это доходит, очень туго доходит. Это грамота победителя Всероссийского открытого смотра конкурса «Детский сад года». Награждается образовательная организация муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Ромашка», руководитель нашего Сабигат Хучбаровна за оригинальность представленных материалов. Metal bazı etçik sapıklar. Ama ne koymuş Allah için metal. А эти грамоты у нас это результаты, итоги муниципального этапа республиканского конкурса детского рисунка и коляда «Друзья и защитники природы». Награждается воспитанница МКДУ «Детский сад Ромашка» селения Абада Полянских Вероника, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков и коляда «Друзья и защитники природы». Алиал грамоты, то выпускной журку нашла. Аху родители, как мотивировать, чтобы родители и детей официально представьте. Награждается воспитанник МКДУ «Детский сад» Ласточка Батлаич Османов Пирбудак, занявший 2-е место на муниципальном этапе конкурса Награждается воспитанница МКДУ Центр развития детский сад номер 2 Солнышко Хунзак Махмудова Айшат, занявшая 2-е место на муниципальном этапе. Награждается воспитанник детский сад номер 1 Малыш селения Хунзах Алиев Гамзат, занявший 3-е место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Друзья защитники природы». Награждается воспитанница детский сад Павлин селения Гацалук Исмаилова Саният, занявшая 2-е место.
Награждается воспитанница МКДУ детский сад Аленушка, селение Гацат, Султанова Фатима, занявшая 2 место на муниципальном этапе конкурса. И здесь же воспитанник Мусалаев Магомедбек, занявший 2 место на муниципальном этапе конкурса Аленушка Гацат. Очень много рисунков они поставили. Расинка, детский сад Амуси, воспитанник, награждается Атулхаликов Ахмед, занявший 2 место на муниципальном этапе конкурса. И здесь же Магомедов Магомед, селение Амуси, детский сад Расинка, занявший 3 место на муниципальном этапе. Аленушка, награждает воспитанник, детский сад Аленушка Задиева Фатима, занявшая 3 место на муниципальном этапе конкурса. Эхолята, друзья и защитники природы. Султанбегов Магомед, Эхниша, здесь же 3 место. МКДУ детский сад награждается воспитанник МКДУ детский сад малыш номер 1 селения Хунзак Сулейманов Магомед, занявший 2 место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса детских рисунков Эколята, друзья защитники природы. Награждается воспитанник Центра развития ребенка детский сад Солнышко селения Хунзак Цахаева Хадижат, занявшая 3 место на муниципальном этапе конкурса. Награждается воспитанник МКДУ детский сад Павлин селения Гацалу Хайбулаев Курбан, занявший 3 место на муниципальном этапе конкурса Эколята, друзья защитники. Когда мы проводили этот конкурс, мы учитывали, нарисовали это дети или нет. Потому что там были на самом деле детские рисунки, и детскую руку невозможно отличить от взрослого, хоть как бы он ни старался делать это под ребенка. Вот как видите, друзья, как приятно все-таки получить грамоту, да, и представьте, насколько приятно будет родителям и вашим воспитанникам. Какие большие сады, Урут-А, где ваши дети? Детский сад номер 3, где ваши дети? Харахи, где ваши дети? Еще вот очень много онлайн-конкурсов, очень много всего. Не ждите, пока мы отправим. Периодически рак Кунжанику конкурс нужно участвовать. Сюда жизнь в саду должна быть интересная. Не так, что пришел, покушал, поспал и ушел. Такой не должно быть.